Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Знатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Красные зоны критики и желтая карточка главам. Еще там усиление не нужно, просто системно надо работать. Почему в республике происходят смертельные аварии и что с этим собираются делать, узнал Дмитрий Аренин. В Дрожжановском районе жители жалуются на низкие цены по сбору молока. Побольше было бы, конечно, расходы для себя осталось, а так только на свои расходы. В чем причина и от чего она зависит, разбирался Иван Сарафанов. Помощь своим. Теперь мы уже плетем не только из подручного материала, мы плетем уже из специализированной ткани. Волонтерское движение Лаишевского района просит о помощи. О том, как ее оказать, в репортаже Алены Струминской. Шаляпинский фестиваль, бюст певцу и туристический маршрут по шаляпинским местам. Имя Шаляпина всегда связано с историей Казани, с историей Татарстана. Как в Казани отметят 150-летие со дня рождения легендарного Федора Шаляпина, расскажет Вероника Гайнудинова. Серьезный разговор о ситуации на дорогах Татарстана состоялся в Доме правительства. Здесь на совместном заседании правительственной комиссии и МВД республики с участием президента обсудили итоги сложного 2022-го. В минувшем году в ДТП в Татарстане погибли 306 человек. Среди причин выезд на встречку, и пьяное вождение, и человеческий фактор. Заседание шло более 2 часов и получилось обильным на конструктивную критику и кардинальные предложения по снижению аварийности. Ряд районных глав получили от президента желтую карточку. Как оказалось, они не только не присутствуют лично на заседаниях по БДД, так еще и подчиненные садятся за руль пьяными. Репортаж Дмитрия Аренина. 2022 год выдался особенно сложным. На всем его протяжении мы шли с плюсом по погибшим, а по итогам года с натяжкой удержали показатели. В минувшем году на дорогах республики погибли 306 человек. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» смертельность должна снижаться год от года. Сейчас Татарстан едва уложился в требуемые показатели. Часть районов выполняет все обязательства, часть не превышает. То есть арифметика может и не сложиться. Поэтому прошу обратить внимание каждого муниципального района на эти показатели. У нас 306, еле-еле мы это. Дело только не в учете, дело в том, что это же жизнь людей. Человек он не осознает, тем более, если он немножко выпил, куда едет, для чего. Так почти в 2 раза выросла смертность на дорогах в Буинском районе. Здесь погибли 9 человек. Есть большие претензии к работе местной комиссии безопасности дорожного движения. Президент призвал к ответу главу района. Ранис Камардинов попытался оправдаться, но Рустама Минниханова эти объяснения не устроили. Как оказалось, глава сам не посещает заседания по БДД. Все заинтересованные службы в зале. Работу будем усиливать. По работе комиссии замечания есть? Подожди. Но ты в комиссии сам не принимаешь участие. Что усиливать-то? Да, Рустам Гагович, мы сам не работаешь, кто у тебя будет работать? Усиление не нужно, просто системно надо работать. Так что желтая карточка тебе. Аналогичная ситуация со смертельностью и равнодушием глав сложилась в Пестрецах, Тетюшах и Высокой горе. Руководство республики подняло с мест глав этих районов. С себя начинайте. От вас все зависит. Что, я должен с Хохориным приехать там разбираться? Вы же есть. Примерно на заседание привели Лениногорск. Несколько лет назад район был в зоне критики. За это время Регату Хусейнову удалось сделать оргвыводы. Сейчас здесь всего 1 погибший. Район, как лучше по показателям безопасности, получил сертификат в 1 миллион рублей на покупку учебного оборудования. Как отмечает Артем Хохорин, кардинальная мера, которая помогает не допускать аварий и смертей – разведение встречных транспортных потоков и строительство разделительных полос. Сейчас каждая 3-я смерть на дорогах происходит из-за выезда на встречную полосу, причем там, где стоит знак «Обгон запрещен». Особенно беспокоит ситуация на трассах Казань-Ульяновск и Казань-Киров. Глава МВД призвал федеральных дорожников плотнее заняться этими участками. Реализация основных мер по разделению встречных потоков планами на последующие годы даже не предусмотрено. Предлагаю вам, Эльдар Галюдинович, в этом году на данном участке реализовать первоочередные меры, установить сигнальные столбики в местах применения двойной сплошной линии разметки и обратиться в правительственную комиссию России для проведения
реконструкции аварийных участков данной дороги. В минувшем году 76 человек, то есть четверть, погибли в ДТП, где виной стал как раз человеческий фактор. Водители засыпали за рулем, отвлекались от управления или на дорогу неожиданно выбегали пешеходы. Полицию беспокоит и то, что нарушители правил отделываются штрафами, не платят их и также продолжают ездить. Количество неплательщиков штрафов за пьяную езду растет. Второй год увеличивается количество тех, кто имеет крупные суммы задолженности 50 тысяч рублей и выше. Исполняемость таких постановлений, находящихся на принудительном исполнении, снизилась почти на 6%. Многое можно сказать в упрек территориальным подразделениям внутренних дел, но для клонисты особо и не прятались. Непонятно, как их ловили, где был ГАИ, где были участковые. Как оказалось, многие районы на муниципальных комиссиях даже не рассматривают тему пьяной езды. При этом нетрезвыми за руль садились как сотрудники самих администраций, так и действующие представители комиссии БДД. Выявлен факт управления транспортом в состоянии опьянения представителями структуры администрации. 18 ноября в Тетюшском районе были задержаны 2 руководителя муниципального уровня. Оба находились за рулем с признаками алкогольного опьянения. Аналогичный факт 26 декабря в Нурлатском районе задержан директор Центра занятости населения на служебном транспорте, который до октября 2022 года, имею в виду директор, являлся руководителем исполкома и председателем комиссии по безопасности дорожного движения. Прежде чем требуется других, надо самим быть образцом транспортной дисциплины. Получается так, что водителям служебного транспорта исполкома Буинского района допущено 106 нарушений, Альтейского 69, Пестричинского 47. Также в МВД продолжают фиксировать случаи, когда в районах школьные автобусы выпускают на маршрут в нарушении всех регламентов. Так, в марте прошлого года в Нурлатском районе школьный автобус перевозил детей с технически неисправным рулевым управлением, при этом срок техосмотра истек более полугода назад. 6 сентября в Альметьевском районе при проверке 2 школьных автобусов также выявлена неисправность рулевого управления. 21 ноября в Тетюшском районе установлен вопиющий случай управления водителем школьного автобуса с признаками алкогольного опьянения, и автобус направлялся за детьми. Более того, в декабре на Кремлевскую елку повезли детей из этого района на автобусе с неисправным ремнем безопасности. Рустам Миниханов призвал задействовать новые методы борьбы с нарушениями, в частности контролировать дороги и фиксировать нарушения с беспилотных летательных аппаратов. У нас такого опыта пока нет еще, да? Ну вот в Краснодаре это есть, надо нам этот опыт и рассмотреть. Давайте вот проработаем, посмотрим, как он эффективно работает. Вот очень интересные вот эти камеры. Также в марте вступят в силу изменения в правилах дорожного движения по электросамокатам. На дорогах появятся знаки, запрещающие езду на них, и должны быть оборудованы специальные места стоянки. Также в МВД предложили ввести в школьную программу занятия по этому виду транспорта. Дмитрий Айринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Министерство сельского хозяйства республики подключилось к выяснению причин низких закупочных цен на молоко в Дрожжиновском районе. Здесь его у населения покупают за 23 рубля, тогда как в ряде районов оно уходит за 29-31. Некоторым производителям сборщики молока объясняют снижение стоимости литра низкой жирностью. Якобы его разбавляют водой. Жители с этим не согласны. Сегодня специалисты из Казани взяли пробы молока у переработчиков, а в администрации района прошло совещание с участием местных производителей. Какие предложения прозвучали, знает Иван Сарафанов. Сегодня в село Малая Цельна приехала специальная комиссия. В ее составе представители Минсельхоза, Управления ветеринарии и администрации района. Берут пробы молока, собранного утром у населения. Результаты покажут качество. Это главный критерий ценообразования на приемных пунктах. В Дрожжиновском районе их 3. Фергат Камалов, руководитель одного из них, компании «Рассвет», рассказывает, качество молока невысокое. Фильтры приходится менять после каждого второго завоза. Один фильтр у нас рассчитан на 25 тонн молока на приемку. У нас даже вот на 2 молокосборщика не хватает. На тонну, на 1,5 тонны не хватает одного фильтра. В районе более 7 тысяч личных подсобных хозяйств. В них содержится 5200 коров. В день они, жители, сдают 27 тонн молока. У Рамиля Айзатова молокосборщики принимают продукцию по 23 рубля за литр. Он считает, это низкая цена. Дело в том, что если бы он сам отвозил молоко в приемный пункт, то ему заплатили 26 рублей за литр. А пока разница оседает в кармане сборщиков. Зерно на 15 рублей закупаем, сено 2000 рублей закупаем. Солома тоже покупаем, ну и ладно, солома, ладно. А так все расходы, если, конечно, цена побольше было бы, конечно, расходы для себя осталось бы, а так только на свои расходы.
Другая ситуация у Раиля Комараева. Он занимается фермерством с 2016 года. Начинал с одной коровы, сейчас у него их 22. Из-за больших объемов продукции к нему приезжает специальная машина с приемного пункта. Нет посредников, поэтому за литр он получает 26 рублей. У меня забирают кооператив «Исток» из фермы, со своими машинами приезжают. Ну и по факту получается то, что у меня и через лабораторию проходят, и отдельно сдаем. Вот. Цена более-менее завышенная, да. Производители молока недовольны закупочными ценами. Расходов много, прибыли нет, говорят они. Такая ситуация сложилась еще в прошлом году. Переломить ее не могут до сих пор. Я хотел по поводу качества молока сказать, да? Сегодня на совещании в администрации собрались фермеры, молокосборщики и руководители перерабатывающих предприятий. Каждый из них высказал свою точку зрения, но к общему мнению так и не пришли. Все-таки при качестве приемки молока, как мы лично визуально и также по итогам экспертизы ветеринарных служб, поняли, что есть все-таки отклонение от нормы поставляемого молока. С начала года ветеринарная служба района начала проверки молока у производителей. Каждая 6-я проба показала, в составе есть вода. Это значит, разводят для большего объема. Вместе с тем снижают жирность. Сначала, когда начали брать пробы населения, было фальсификации много, где-то процентов 20-25, а к концу месяца, когда уже начали брать, уже снизилось, значительно снизилось. Сегодня качество молока стало главным в дискуссии. Сегодня результатом нашей встречи мы должны прийти к единому мнению. Какая должна быть цена сегодня на молоко? Марат Гафаров предложил компромисс – поднять цену во всех селах до 24 рублей, таким образом довести до среднего уровня Заволжской зоны. Но это при условии, что жители будут сдавать молоко достойного качества. Иван Сарафанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Дрожжановский район. В Татарстане продолжаются сходы граждан, на которых население озвучивает руководству районов и городов свои проблемы и предложения. Нет ни одного детского сада в деревне, жалуются жители Сосновского сельского поселения в Нижнекамском районе. Родители малышей из деревни Благодатная вынуждены возить их в соседние села. В Сосновском поселении 3 деревни и поселок, в которых проживают около 30 детей, поэтому есть острая необходимость в детском саду. Помещение уже подобрано, его реконструкция по приблизительным подсчетам обойдется в 30 миллионов рублей. Было бы замечательно, если бы садик был бы у нас благодатным. То есть, сами понимаете, это безопасность, во-первых, потому что, чтобы туда даже съездить, это буквально где-то километров, пускай 6, наверное. Это дорога, зимой как таковой сюда, если заметает, то еще что-то морозы бывает. Со стороны управления дошкольного образования, Министерства образования и дошкольного образования заявку даны на 24 год, на 23 я не говорю, да, дай бог, чтобы мы еще раз этот вопрос, конечно, обсудим с нашей главой Равилом Хамовичем Булиным, руководителем исполкома Романом Фаниловичем, и по дальнейшему включению как бы запрашивать по созданию в этом здании именно детского садика. Также на сходе граждан подняли вопросы укладки водопровода по улицам деревни Благодатная. Часть работ уже выполнена. Благоустройство идет за счет средств самообложения. 90% суммы жители уже внесли. Также сельчане попросили у властей открыть автолавку и провести интернет. Индексация пенсии, увеличение размера материнского капитала, биометрия на госуслугах и штрафы для операторов связи. С февраля жителей России ждет ряд нововведений. Подробнее о них расскажет Лилия Ибнеева. С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты, увеличится размер материнского капитала. Так, на первого ребенка до 587 тысяч рублей, на второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2020 года, до 775 тысяч. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 8,5 тысяч рублей. Единовременная выплата при рождении ребенка до 23 тысяч. Пособие участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС до 3,5. Выплаты кавалерам 3 степеней Ордена Славы, Героям Советского Союза и России увеличатся до 83,5 тысяч рублей. Выплаты Героям Труда до 61 тысячи. С февраля россияне смогут использовать лицо и голос для входа на портал госуслуг. Это будет доступно тем, кто зарегистрирован на единой биометрической системе. Сейчас сдать такие данные можно в отдельных банках. С 1 февраля направить согласие на медико-социальную экспертизу, а также ее проведение можно будет в электронном виде через портал госуслуги. С
С 1 февраля начнет применяться новая форма заявления о выдаче налогового уведомления. Она позволит налогоплательщикам, физическим лицам получить бумажное уведомление независимо от наличия у них доступа к личному кабинету налогоплательщика. Для этого нужно будет подать заявление в налоговую инспекцию или через МФЦ. С 1 февраля по решению Минтранса России на 30 копеек вырастет тариф «Платон». За километр теперь придется платить 2 рубля 84 копейки. С начала нового месяца операторов связи будут штрафовать за отсутствие устойчивого интернета. Юридическим лицам грозит до 50 тысяч рублей. Лилия Бнеева, ТНВ. В Татарстане 10% опрошенных жителей столкнулись с коррупцией, из них почти 47% брали или давали взятку. Это итоги прошлого года и самый низкий показатель за последние 12 лет. Сегодня данные соцопроса озвучили на пресс-конференции. Каждый третий участник опроса сообщил, что готов дать взятку, если их будут принуждать. Еще столько же дадут ее, если понимают, что без взятки не обойтись. При этом каждый пятый респондент вступил бы в сделку для 100% решения своего вопроса. Как отметили, доля респондентов, сообщивших о факте коррупции, выросла. Это более 14% опрошенных. В 2015-м таких было в 2 раза меньше. Наибольшее влияние на мировоззрение населения в части профилактики коррупции оказывают СМИ. Так ответили 65% опрошенных. По мнению основной части опрошенных, для сокращения коррупции необходимо ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией. Важность контроля распределения доходов и расходов для снижения уровня коррупции отмечает 43% респондентов. В среднем, в принципе, вот за год в Республике Татарстан выявляется, если брать преступления коррупционного правительства, около 1000 преступлений. Опасная колея, нехватка автобусов, школы без тепла и воды. О каких еще проблемах жители республики чаще всего сообщали в Народный контроль в январе, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». В этом году 150 лет со дня рождения выдающегося оперного певца Федора Шаляпина. Казань – его родина. С ней были связаны юность и первые шаги на большой сцене. К юбилейной дате в республике подготовили насыщенную программу. Подробно об этом сегодня рассказали в Доме правительства. Уже открылся Шаляпинский фестиваль, установят бюст певца, разработают туристический маршрут по шаляпинским местам. Подробнее Вероника Гайнутдинова. Знаменитый на весь мир, он покорил лучшие сцены русских и зарубежных театров, но всегда помнил родную Казань. Прекраснейший из всех городов мира называл ее. Сегодня в Казани около 50 мест, связанных с легендарным Федором Шаляпиным. Вот она, известная фотография Федора Шаляпина у флигеля дома купца Лисицына. Именно здесь он родился в 1873 году. Тогда это улица Рыбнорядская. Самый центр Казани, улица Пушкина, 10. Вот он дом, во флигеле которого родился Федор Шаляпин. Сам флигель, конечно, до наших дней, к сожалению, не сохранился. Это Богоявленский собор, где в 1873 году Федора Шаляпина крестили. Площадь Свободы. Здесь когда-то находился Казанский городской театр, где и выступал знаменитый певец. Февраль в Казани всегда месяц Шаляпина. А к 150-летию со дня рождения выдающегося оперного певца насыщенная программа запланирована на весь юбилейный год. В зоне прилета Казанского аэропорта всех пассажиров уже встречают портреты Шаляпина. В марте пройдет Всероссийский научный форум. Имя Шаляпина всегда связано с историей Казани, с историей Татарстана. Имя Шаляпина – это бренд для всех нас. Все мероприятия в течение февраля месяца будут проходить не только в учреждениях культуры, они будут проходить в учреждениях молодежной политики, в учреждениях образования. На днях в Казани открылся Шаляпинский фестиваль. Он проходит уже в 41-й раз. В этом году выступают солисты Большого и Мариинского театров. На фестивале оперы, в которых когда-то исполнял роли Шаляпин. У оперного театра к юбилею свой подарок. Сейчас театр будет осуществлять заказ оперы композитору Низамову, нашему молодому композитору, для того, чтобы все-таки в дальнейшем попробовать в сценической версии поставить оперу о Шаляпине.
Сценические костюмы, афиши, программы гастролей по всему миру, пианино и личные вещи Федора Шаляпина. Все это можно будет увидеть на многочисленных выставках. Историю его жизни послушать на лекциях. 13 февраля, в день рождения Шаляпина, на доме, во флигеле которого родился певец, установят мемориальную доску. В июне появится бюст Шаляпина. Формировать единую композицию на фоне панно с видами Казани конца 19-го, начала 20 веков. Этот бюст будет дополнять уже существующий бюст Алексея Максимовича Горького и фактически предвосхищать вход в музей. В Казани с 1997 года присуждается и Шаляпинская стипендия молодым талантам. Традиции заложил сам Федор Шаляпин. Сумма стипендии – 50 тысяч рублей. В юбилейный год вручат премию Шаляпина уже профессионалам. 2 деятелям искусств по 200 тысяч рублей. Работают сейчас и над дополнением туристического маршрута по шаляпинским местам. Например, Аметьево, где тоже говорят, что жил Федор Иванович Шаляпин. Да, в центре города находится уникальный поселок. То есть еще много мест есть, которые какими-то пюпитрами не обозначены, какими-то интересными указателями не обозначены. В этом году отметят также 200-летие со дня рождения драматурга Александра Островского, 155-летие писателя Максима Горького и 150-летие композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Экспертное сообщество республики должно помочь повысить эффективность законотворческой работы. Такую задачу сегодня поставил Фарид Мухаммедшин на встрече с руководителями комитетов Госсовета и экспертных советов. Они созданы при всех 8 комитетах парламента. Встречи на местах, выездные круглые столы по актуальным проблемам повышают авторитет законодательной власти и способствуют доверительному общению с жителями, считает Фарид Мухаммедшин. Он призвал членов советов расширить работу в муниципалитетах, принимать участие в отчетных заседаниях городских районных советов, коллегиях министерств. Важно получить от экспертного сообщества оценку всех принимаемых социально значимых законов. Рассказ нашим людям, для чего этот закон принят, что он даст людям, какую возможность предполагает этим законом поддержать товаропроизводителей, производство, решение социальных вопросов. И вот такая смычка, вот так организованная работа позволяет нам более уверенно принимать решения, полагаясь и на ваш огромный опыт. Женщины-депутаты законодательных собраний Приволжского округа подвели итоги стратегической сессии. Во встрече принял участие председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. В течение года парламентарии выдвигали различные предложения социальной направленности. Так, по инициативе женщин-депутатов приняты изменения в федеральный закон об обеспечении лекарственными средствами граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Остается ряд вопросов по лечению орфанных заболеваний, в частности, финансирование покупки дорогостоящих препаратов, не входящих в утвержденный правительством России перечень. Также на всю страну предлагают распространить действие льготной семейной ипотеки в 6% на приобретение жилья на вторичном рынке. Зародившись здесь, в Татарстане, сегодня можно с уверенностью сказать, что во всех субъектах Приволжского федерального округа работа депутатской группы женщин серьезно активизировалась и выполняет очень важную, практически незаменимую роль в жизни не только парламентов, но и в жизни субъектов Российской Федерации. В течение всего прошлого года мы работали в рамках стратегической сессии. У нас было заседание 6 рабочих групп. Все рабочие группы были сформированы в рамках народной программы партии «Единая Россия». По итогам работы поступило 110 законодательных инициатив от всех 13 регионов участников нашей стратегической сессии. В Лаишевском районе республики активно работает волонтерское движение «Помощь своим». Шьют балаклавы, толстовки, стельки, маскировочные сети для отправки в зону СВО. Если раньше материалы для изготовления изделий приносили жители сел, то сейчас запасы иссякли. Волонтеры рассчитывают на помощь неравнодушных и предпринимателей. Спонсорские средства для закупки материалов нужны как никогда. О том, как им помочь, в репортаже Алены Струминской.
Вот тут прорезь, это значит нитка наверху, это значит она вот так, тоже она, видите? Так, шаг за шагом жители села Столбище плетут маскировочные сети. Ежедневно в сельском ДК собираются активисты волонтерского движения района «Помощь своим». А еще шьют балаклавы, толстовки и стельки. Жители со всех районов приносили нам старые тюли. И из них мы плели такие маскировочные сети. Но минус, недостаток данных маскировочных сетей в том, что они очень тяжелые и громоздкие, затруднена транспортировка. Помогать бойцам в зоне СВО начали в конце октября. Сначала работали с подручными материалами, после обратились в администрацию. Здесь их свели с предпринимателями, готовыми оказать финансовую поддержку. На эти средства закупили легкие и практичные ткани. У нас теперь в Столбищах 3 точки появилось, а потом постепенно у нас уже где-то 8 точек только по Лаишевскому району получается. Теперь мы уже плетем не только из подручного материала, мы плетем уже из специализированной ткани, легкие, зеленку, уже разноцветные, под город серые. Приходят родители, приводят детей на кружки сами, значит, также активно участвуют в нашей деятельности. И некоторые приходят заранее, перед концертами за полчаса приходят, значит, участвуют в плетении. С каждым днем движение растет и развивается. Теперь волонтерам снова нужна помощь. Запасы материалов для изготовления сетей, которые приносили жители сел, иссякли. Своих средств на закупку ткани не хватает. Один рулон стоит порядка 7000 рублей. В настоящее время у нас есть примерно 200 основ для сетей, это мы уже закупили. Для того, чтобы сделать сети, нам необходимо примерно 35 рулонов ткани. То есть 7 рулонов у нас имеется, 28 рулонов нам необходимо еще приобрести. Волонтеры рассчитывают на помощь неравнодушных и предпринимателей со всей республики. Эта помощь очень важна, потому что я считаю, что каждый житель должен понимать, что наша сеть – это спасенная жизнь, это спасенный чей-то сын, отец, муж. То есть я прошу не оставаться равнодушным всех. Волонтеры рассчитывают не только на материальную поддержку, им нужны помощники для плетения сетей. Узнать, как помочь движению, можно в их группе в одной из социальных сетей «Помощь своим». Алена Струминская, Владимир Гурьянов, ТНВ, Лаишевский район. В ближайшие дни из Казани в Лисичанск отправят новую партию гуманитарной помощи. Отдельную машину с продуктами, средствами первой необходимости, теплыми вещами и лекарствами собрали члены Апастовского землячества. В этой «Газели» 4 тонны груза. По словам руководителя землячества Марата Нуреева, сбор не первая и не разовая акция. Эту работу продолжит. Сегодня гуманитарный груз отправили на центральный склад движения Ярдам-Енаша. Помощь рядом на Горьковском шоссе. Считаю, что данное мероприятие должно быть не модой, а с огромным желанием и необходимость помочь для тех людей, которые находятся на сегодняшний день в тяжелом положении, которые проживают на тех территориях, которые к нам присоединились. В большей части отправлялись те продукты, которые не портились. Это крупы, консервы, чай, одежда, теплые вещи. Этой ночью жители республики смогут увидеть редкое астрономическое явление – зеленую комету. Ученые открыли ее в прошлом году и установили, что в последний раз комета пролетала над Землей еще во времена Каменного века. И сегодня максимально приблизится к нашей планете. Если вы окажетесь за городом, наблюдать за кометой можно с помощью бинокля, а в Казани – через телескоп обсерватории имени Энгельгарта. Искать ее нужно между ковшом Большой Медведицы и полярной звездой. Это были все новости к этому часу. Сейчас с прогнозом погоды на завтра вас познакомит моя коллега Гульнас Гизатуллина. Передаю ей слово. А я с вами прощаюсь. До встречи. В магазине «Улыбка радуги» только 3 февраля. Скидка 40% на зубные пасты по карте покупателя. Твои покупки выгоднее с картой «Улыбка радуги». Народ, я, тут типа в 93-м. Не терчу здесь делать, С Рождеством. Сколько я вам должен за проезд? В бухгалтерии посчитаю. Фильм «Быть» во всех кинотеатрах с 9 февраля. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуй, февраль!
Сегодня о погоде расскажу вам я, Гульназ Гизатуллина. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах и Азнакаево небо будет затянуто облаками. Днем пойдет снег. Ночью до 15 градусов мороза и днем около 7 градусов со знаком минус. Снег ожидается в Набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге. Температура понизится и ночью до минус 15 градусов, и днем составит 8 градусов ниже 0. Облачно в Агрызе, Менделеевске, Актаныше, без осадков. В ночные часы около 17 градусов мороза, а днем ожидается около 9 градусов ниже 0. В Арске, Кукмаре, Балтаси облачная погода. Ночью преимущественно без осадков и подморозит до 12 градусов ниже 0. Днем местами снег, а температура понизится до 9 градусов мороза. В Болгаре, Дрожжином, Буинске не обойдется без осадков и подморозит. Ночью около 10 градусов мороза, а днем до 7 градусов ниже 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно, днем небольшой снег. Ночью до минус 12 градусов и днем около 7 градусов мороза. В пятницу станет теплее, а осадки местами усилятся. В столице нашей республики облачность сохраняется. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ночью похолодает до минус 11 градусов, днем 7 градусов мороза. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 79%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах скользко. На календаре самый короткий месяц года. И будем надеяться, что он не будет к нам суров. На сегодня все. Берегите себя.